Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей», в студии Лариса Шамаева. Чеченские приставы, несмотря на огромную загруженность, эффективно выполняют служебные обязанности. Такую оценку дал Рамзан Кадыров на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. Грозный чиновник прибыл в рамках рабочего визита. Стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития регионального управления ведомства. Детали встречи в репортаже Рамзана Абуева. Неожиданно. Рад вас видеть. Знакомые люди. Рамзан Кадыров тепло принял директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова. А в начале встречи политик отметил высокую эффективность работы чеченского управления, которое, несмотря на огромную нагрузку, превышающую средние российские показатели в 4 раза, успешно выполняет свои обязанности. В среднем на одного специалиста приходится более 13 тысяч исполнительных производств. Федор Васильевич, спасибо, что вы приехали в республику. Много времени прошло, по-моему, 7 лет. 7 лет, да. 7 лет, мы ждали вас. Ваша служба работает эффективно, несмотря на загруженность с личным составом. У нас очень, так скажем, проблематично, не хватает личный состав, а так ребята достойно продолжают ту работу до них, которые заложили основу. Как вы знаете, республика наша на первом месте. Участие в СВО, ребята должны возвращаться домой, возвращаются, их устроить на работу, тоже у нас проблематичен. У нас много участников, регионы даже не могут 30% освоить, а мы уже 110% освоили. Исходя из этого, я пользуюсь случаем, просить я не люблю, но все равно со старой дружбой, братские отношения, если возможно, чтобы увеличили штат, чтобы они больше работали, чуть-чуть нужна от вас помощь, а так все идеально у нас. Спасибо вам за поддержку, за личную поддержку, за отношение к нам, к региону. И мы это чувствуем, мы это понимаем, мы не останемся долго. Дмитрий Аристов выразил благодарность Рамзану Кадырову за поддержку региональных приставов. Он также отметил профессионализм Абдуллы Алауддинова, бывшего главного пристава Чеченской Республики, ныне руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. Спасибо, Рамзан Ахматович. Рад быть у вас здесь. Вспоминаю нашу встречу прошлую, на том диванчике сидел. Тогда еще Абдул Аронович был, Алауддинов, и благодарен вам за Абдулла Ароновича. Сейчас он у нас один из немногих, вообще у нас мало генеральских должностей, но вот настоящий представитель чеченского народа, благодаря вашей поддержке неизменной, вот сейчас генерал-майор внутренней службы. Более того, я ему некоторое время назад доверил свою родину, Пермский край. Он возглавлял главное управление, и все губернаторы, все представители силовых ведомств просто говорят, человек действительно на своем месте, воспитанник Чеченской Республики, который прошел и муниципальный уровень благодаря вашей поддержке. И, я так понимаю, в администрации вашей работал некоторое время. Поэтому я хотел поблагодарить в первую очередь за Абдулла Ароновича, за то, что он действительно профессиональный, очень порядочный, грамотный руководитель на своем месте. И моя поездка началась, что я представил его как начальника главного управления уже по Ставропольскому краю, а этот главк у нас занимается координацией деятельности всех наших территориальных органов по Северному Кавказу. Вот он говорит, можно с вами проехаться? Я говорю, несомненно, конечно же, можно и нужно. Поэтому огромное вам спасибо. Действительно, работа у нас достаточно такая, она очень сложная, но при поддержке глав субъектов, в первую очередь вашей, все получается. Действительно, управление твердо, рост взыскания по доходам в бюджет, по всем остальным вопросам. Что касается штатной численности, то Заур Мухметович мне даст справочку.
Что там, какая помощь от нас нужна, конечно, неизменно мы будем поддерживать свое управление в Чеченской Республике. Огромное-огромное вам за это спасибо. За активное содействие в решении задач, поставленных перед Федеральной службой судебных приставов, Рамзан Кадыров удостоен высшей ведомственной награды. Приказом Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации награждается медалью за вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Директор Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, генерал внутренней службы Российской Федерации Дмитрий Васильевич. И также на память мы думали, чтобы оставила память. И вот изготовили в Златоусте такой вот с вашим отцом, увековечена его память, поэтому это вам. Спасибо большое. В ответ Рамзан Кадыров подарил картину с изображением каменных башен, которые являются ярким символом чеченского народа и его культурного наследия. Эти уникальные архитектурные сооружения на протяжении веков свидетельствуют о богатой истории и стойкости. Это наши годы. Башни, это мы восстановили. Спасибо. Очень красивое место. Надеюсь, найдется у нас когда-нибудь время пойти, поехать, С удовольствием. посмотреть, посидеть. Главный судебный пристав страны поделился впечатлениями от своей недавней поездки в узбекскую Бухару, где Ахмат Хаджи Кадыров учился в медресе «Мир Араб». Затронули и вопрос права участников специальной военной операции, а также членов их семей в период службы приостановить принудительное взыскание долгов. С начала СВО чеченским управлением приостановлено более 2000 исполнительных производств в отношении должников, участвующих в операции. Я тут недавно, буквально 2 недели назад, был в Узбекистане и проезжал в Бухаре, как раз проходил мимо медресе, где ваш отец учился, в Бухаре, да, учился? Да. И, Ташкент и Бухаре. да, там ребята вот все местные вспоминают, говорят, вот здесь отец учился Рамзан Ахматовича, поэтому у меня так получилось, что тогда там, сейчас к вам. Спасибо за встречу. Я хотел бы сказать, что действительно я с Юрием Яковлевичем Чайко во вторник встречался. Он только благодарственные слова высказывал, в том числе по вопросам комплектования специальной военной операции. Действительно, Чеченская Республика перевыполняет все показатели, как вы отметили, 110%. Мы свою лепту, конечно, вкладываем в этот процесс. Ну, вы знаете, что мы приостанавливаем взыскание для ребят, которые ушли в зону специальной военной операции. Порядка 2000 человек, да, 2000 производств приостановлено. Естественно, мы будем всячески помогать, какая помощь от нас нужна в этом плане. Да, большое дело. Очень большое дело, да. И нам на следующий год уже службе тоже устанавливают плановое задание на комплектование уже нам по работе с должниками, поэтому мы всячески будем содействовать тому, чтобы эта задача государственной важности была решена. Вот, также недавно мы с Артием Ароновичем встречались перед его назначением замначальника главного военно-политического, да, управления Министерства обороны. Поддерживаем контакт, познакомились здесь у вас опять же с ним. И вот уже долгие годы, уже 7 лет в постоянном контакте находимся. Поэтому вам огромное-огромное спасибо. Ну и ребята, конечно, будут расти. Заур Мухметович достойный преемственник школы Абдулла Ароновича, поэтому знаю, что вы поддерживаете его. Все показатели управления выполняют, уже и годовые наши работы, поэтому здесь, я думаю, останавливаться мы особо на деталях не будем, поэтому еще раз вам огромное спасибо. Если остановится, заводим. С 2021 года региональное управление службы судебных приставов возглавляет Заургерим Султанов. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, имеется современная материальная база и созданы все условия. Также активно налажено взаимодействие с другими ведомствами и внедряются новые электронные технологии. Рамзан Абуев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Новую школу, рассчитанную на 720 мест, открыли в селе Гуэты Урус-Мартановского района благодаря нацпроекту образования. В современном здании созданы все условия для комфортного обучения и развития детей, включая секции, кружки и клубы по интересам. Подробности с места открытия в нашем следующем сюжете.
В селе Гайты Урус-Мартановского района состоялось открытие новой школы. Она названа в честь старшины роты оперативного батальона ОМОН Лом-Али Мальсагова, погибшего при исполнении своего служебного долга. В торжественном мероприятии приняли участие министр образования и науки Чеченской Республики и глава Урус-Мартановского района Шамиль Куцаев, а также местные жители. Хошбау Дидааев в своем приветственном слове поздравил присутствующих с таким важным событием. Шамиль Куцаев, в свою очередь, пожелал школьникам успехов и подчеркнул, что открытие еще одной школы – большая гордость для района. С именем Всевышнего и прочтения дуа почетные гости вместе с учащимися разрезали торжественную красную ленту и открыли мемориальную доску памяти Лом-Али Мальсагова, после чего была проведена экскурсия в стенах новой школы. Хошбау Дидааев лично осмотрел все кабинеты и дал высокую оценку проделанной работе. Новая школа оборудована всем необходимым. Здесь 36 классов, в каждом из которых есть компьютер, проектор и электронная доска. Трехэтажная школа рассчитана на 720 обучающихся мест. Строительство началось в 2023 году. Стоит отметить, что школа построена по региональному проекту «Современная школа», строго соблюдая все нормы качества. Жители села очень рады новой школе, особенно представители старшего поколения. Лом-Али Мальсагов родился в 1966 году в селе Гойты Урус-Мартановского района. В 2002 году погиб в ходе проведения антитеррористической операции. Указом президента Российской Федерации в том же году награжден Орденом Мужества. На открытии присутствовали сыновья Мальсагова, которые выразили огромную благодарность за увековечивание памяти их отца. Vay paçın daggar barkal elurder Ahmad Hacı Kantan Ramzani işte vay mahka vay Ahmad Hacı niye naqelan kenti gazwat ya bitse 5 sen huma tsawish sel ulqi hajarn sir ash qoçlarına Tadeyt rakhilar rahiyalar paçın deres huyla elurder son Daldikans biqan boyla şiya niyaqti Ahmad Hacı niyaqti naqelan ol qilbona wasti bitse barna Теперь детям остается старательно учиться и оправдать ожидания родителей, ну а условия, созданные для них, помогут с комфортом грызть гранит науки. Алимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Материал корреспондента ГТРК «Война», рассказывающий о первой грибной ферме в Чеченской Республике, вошел в тройку победителей в номинации «Информационный сюжет» на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ Капитал», который прошел в Уфе. Диплом получила директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева. О творческих успехах журналиста Валентина Гусевская. Мечта каждого журналиста. На премию ТЭФИ «Капитал» заявки подали 240 деятелей телевизионного мастерства со всей России. Финалы награждения прошли в городе Уфа. ГТРК «Война» вошла в тройку победителей в номинации «Информационный сюжет». ГТРК «Война», город Грозный. Сейчас идет сбор первой волны урожая. На нескольких этапах грибам нужна разная температура, но именно на этом она составляет 17-18 градусов. Растут они довольно быстро, в час вырастает 1 миллиметр. Мы подавали работу в номинации «Информационный сюжет». Наш материал о первой грибной ферме в Чеченской Республике. Но в этом сюжете мы больше акцентировали внимание не на самом предприятии, а на героине нашего сюжета, которая бросила своего рода вызов, потому что сфера довольно новая в нашей республике, и она показала, что все возможно, она уверена в своем бизнес-проекте, и мы посредством этого сюжета еще раз показали, что все, за что берутся чеченские женщины, обречено на успех. В ТЭФИ мы принимаем участие уже во второй раз.
Первый раз мы получали в 2021 году «Орфей» премии «ТЭФИ Kids». Сюжет о грибной ферме в селении Хамби-Ирзе Очхой-Мартановского района создала наша коллега, редактор группы подготовки информационных программ Медина Мударова. Журналист работает на телевидении уже 4 года. По ее словам, это был обычный сюжет. Качество и профессиональный взгляд она вкладывает в каждую свою работу. Приятно, что нашу работу так оценили на всероссийском уровне. Вообще это труд целой съемочной группы, включая водителя, который отвез нас в это отдаленное место. Хотелось бы выразить благодарность руководству за возможность участия в подобных конкурсах, за возможность реализовываться. Вся съемочная команда прекрасно друг друга дополнила, и мы будем стараться в том же духе. История о первой в регионе грибной ферме получила высокие оценки за профессионализм и мастерство. Определял финалистов экспертный совет в составе членов Академии российского телевидения, известных телеведущих, журналистов, экономистов и профессионалов медиаиндустрии. Это уже вторая работа ГТРК «Войнах», отмеченная премией ТЭФИ. Телерадиокомпания «Войнах» давно считается кузницей журналистских талантов. И Медина Мударова, скажем так, это новое поколение этой когорты журналистов, которые, я уверен, добьются больших успехов. Мы гордимся победой Медины, мы знаем, что это не последняя победа. И с другой стороны, мы также понимаем, что все эти наши призы, которые мы можем смело гордиться, невозможно без поддержки, без того, как за нами смотрят. Поэтому хочется поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, генерального директора ВГТРК Олега Борисовича Добродеева за то, что они дают нам возможность воплотить любые самые смелые фантазии в интересные, познавательные, а главное информативные сюжеты. ГТРК «Войнах» ежедневно держит зрителей в курсе актуальных новостей и событий, доносит качественный, а главное правдивый материал. Творческий коллектив всегда готов к новым вызовам и оригинальному подходу к подаче информации. В этих стенах рождается творчество. Телерадиокомпания не раз удостаивалась высоких наград. Впереди ждут новые вершины и еще больше вдохновляющих проектов. Валентина Гусевская, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники телерадиокомпании «Войнах» провели экскурсию для 7 классов Ханкалинской средней общеобразовательной школы номер 11. У юных гостей была возможность пройтись по коридорам, где круглые сутки кипит жизнь, и заглянуть в новостную студию. Ребята попробовали себя в роли ведущих, увидели редакцию новостей, тематических программ и радио. Опытные журналисты рассказали о тонкостях работы на телевидении. Главное, чтобы тот, кто выбирает эту профессию, подходил именно с ответственностью, любил эту профессию. Только так он может преподнести себя зрителю так, чтобы зритель ждал, когда же будет его программа в эфире. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.